Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня мы приступаем к изучению темы «Основания развития национальной государственности, ужесточение тоталитарного режима в Кыргызстане, массовые репрессии». Сегодня на уроке мы должны разобрать вопросы: национально-государственное развитие, Каракиргизская автономная область, борьба за власть, письмо тридцатки, Киргизская автономная республика, провозглашение Киргизской Советской Социалистической Республики, формирование командно-административной системы, начало массовых репрессий и их последствия. С ликвидацией басмаческого движения в Средней Азии создались условия для размежевания проживающих там народов на национальные государства. Еще в 1921-22 годах активная кыргызская интеллигенция пыталась решить вопросы о своем государственном региональном объединении. Но попытки создать отдельную киргизскую горную область не увенчались успехом. С образованием Союза СССР в 1922 году, принятие первой Конституции СССР в январе 1924 года ускорился процесс формирования национальных государственных объединений. Кыргызские делегаты, принимавшие участие в работе Второго съезда Советов, обратились с просьбой к правительству СССР придать Кыргызстану статус отдельной автономной единицы. В это время решался вопрос о предоставлении такого же статуса другим народам, проживавшим на территории Туркестанской автономной республики, Бухарской и Хорезмской республик. Для установления границ будущих республик при правительстве Туркестанской автономной республики были задействованы узбекские, туркменские и киргизские отделы, которые проводили работу по уточнению этнографического состава населения, определению экономических и географических особенностей региона. В областных и уездных комитетах по делам национальностей работали представители всех основных проживающих там народов. К сентябрю 1924 года работы по определению границ вновь образуемых республик и состава населения в основном завершились. 14 октября 1924 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет РСФСР принял постановление о размежевании народов Средней Азии на национальные государства. Были образованы Туркменская республика, Узбекская республика, Таджикская автономная область, Каракиргизская автономная область в составе РСФСР, Каракалпакская автономная область в составе Казахской автономной республики. Из частей Семиреченской и Ферганской области, а также небольшого района Сырдарьинской области, севера нынешнего Кыргызстана, где основную часть населения составляли киргизы, была создана Каракиргизская автономная область. Разрозненный на протяжении веков кыргызский народ объединился в целостное государство в форме автономии. Население области составляло 828 тысяч человек, из них 63,5% составляли кыргызы, более 15% узбеки, около 17% русские и более 4% другие национальности. Территория области составляла около 200 тысяч квадратных километров. Для эффективного управления были образованы Пишпекский, Каракол-Нарынский, Ошский и Джалабадский округа. В Кыргызстане стали создаваться партийные организации и органы советской власти. Первым секретарем киргизского обкома партии был назначен Михаил Каменский, вторым секретарем Юсуп Абдрахманов. Председателем революционного комитета области стал Иманалы Айдарбеков. При Ревкоме области была создана комиссия, которая начала работу по уточнению географических и статистических данных области, ее национального состава, посевных площадей, количества скота, лесных и других ресурсов. Первоначально революционный комитет Каракиргизской области находился в Ташкенте. Только в декабре 1924 года правительство было переведено в Пишпек. С этого времени Пишпек является столицей Кыргызстана. Представителем Киргизской автономной области во Всероссийском Центральном исполнительном комитете в Москве революционный комитет назначил Турдалы Токтобаева. Это представительство было призвано защищать интересы Каракиргизской области при решении политических, хозяйственных и других вопросов в центральных учреждениях СССР и РСФСР. Декларация об образовании Каракиргизской автономной области была принята 15 января 1925 года на заседании Революционного комитета. Были проведены выборы в местные советы, и 27 марта 1925 года в Пишпеке начал свою работу учредительный съезд Советов автономной области. В нем участвовали 135 делегатов. На съезде был избран областной исполнительный комитет. Председателем президиума облисполкома стал Абдыкадыр Орозбеков. Киргизская автономная область начала свое существование в сложной политической обстановке. Все основные вопросы решались на основе указаний Москвы. Из центра на главные государственные должности назначались люди, совершенно не имевшие понятия о Кыргызстане.
Первый секретарь обкома Каменский в руководстве Каракыргызской автономной областью использовал противостояние группировок внутри партии во главе с Сыдыком и Кудайкуловым. Вместо объективного разбора и примирения сторон, первый секретарь стал на путь разжигания амбиций соперников, поддерживая группировку Кудайкулова. На областной партийной конференции в марте 1925 года Каменский добился снятия с должности второго секретаря обкома Юсупа Абдрахманова. Затем председателя революционного комитета Айдарбекова обвинили в связях с баями и манапами, коррупции и взяточничестве. Этими действиями Каменский стремился разгромить единомышленников Сыдыкова, имеющих большое влияние в Кыргызстане. Для исправления перегибов в политике обкома 30 советских и партийных работников в июне 1925 года обратились с письмом в Центральный комитет партии и Среднеазиатское партийное бюро, в котором критиковали стиль и методы работы обкома партии и политику подбора кадров. Этот документ получил название «Письмо тридцатки» по числу подписавших его человек. Но это обращение было оценено как попытка байманапских элементов внести раскол в ряды партии. Подписавшиеся были подвергнуты гонениям, уволены с должностей, а некоторые высланы за пределы Кыргызстана. Сыдыкова и Арабаева, как организаторов тридцатки, исключили из рядов партии. Кудайкулова и его группировке было вынесено предупреждение. Но в 1926 году Кудайкулова привлекли к суду за тяжкое преступление. Он был исключен из партии, а первого секретаря Каменского сняли с должности. На руководящие должности области пришли выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока и других учебных заведений: Айтпатов, Шоруков, Эсенаманов, Джейнбаев, Камбаров, Алиев. Первым секретарем областного комитета партии назначили Узюкова Николая. Внутри партии были запрещены объединения во фракции. Началась работа по укреплению авторитета партии, консолидации партийного и советского актива области. Активная конфронтация внутри партии пошла на убыль. Еще в марте 1925 года на учредительном съезде, провозгласившем Каракиргизскую автономную область, кыргызские делегаты обратились к союзному правительству с ходатайством о переименовании Киргизской автономной области. Поскольку казахская национальная автономия в составе Российской Федерации носила название Киргизская автономная республика, до 1925 года Киргизская область имела приставку «Кара». 25 мая 1925 года по постановлению Всероссийского Центрального исполнительного комитета область получила наименование Киргизская автономная область, а Киргизская автономная республика была переименована в Казахскую союзную республику. В 1926 году произошло очередное административное преобразование. Киргизская автономная область стала Киргизской автономной республикой в составе Российской Федерации, что предусматривало предоставление больших прав автономии. 1 февраля Всероссийский Центральный исполнительный комитет, учитывая достаточность территории Киргизской автономной области, сопредельность ее с иностранными государствами, наличие собственной экономики, развитый язык и культуру, принял постановление о преобразовании Киргизской автономной области в Киргизскую автономную республику. Это событие было узаконено на Первом съезде Советов Киргизской автономной республики, проходившем с 7 по 12 марта 1927 года. Съезд избрал Центральный исполнительный комитет Киргизской автономной республики, который стал законодательным и контролирующим органом. Председателем Президиума Центрального исполнительного комитета Киргизской автономной республики стал Абдыкадыр Орозбеков. Было образовано правительство Совет народных комиссаров во главе с Юсупом Абдрахмановым. В Совет народных комиссаров входили комиссариаты по вопросам земли, финансов, просвещения, труда и рабоче-крестьянской инспекции. Высшим органом государственной власти Киргизской автономной республики стал Всекиргизский съезд Советов. Ему было подотчетно правительство республики. Он выполнял законотворческие функции, ему предоставлено право разработки и утверждения Конституции. На Втором съезде Советов Киргизской автономной республики 30 апреля 1929 года была принята Конституция Киргизской АССР. В Кыргызстане провозглашались равноправие всех народов и свобода выбора языка обучения. Государственными языками были объявлены кыргызский и русский. Государственные органы власти в Киргизской автономной республике, согласно законам Федерации, подчинялись высшим органам Российской Федерации и Союза. Были закреплены флаг и герб Киргизской республики. Столицей республики стал город Фрунзе, переименованный в 1926 году. Государственные политические лидеры республики Абдрахманов, Исакеев, Урозбеков продолжали деятельность по расширению и упрочению национальной государственности. Веско аргументируя свои доводы, они ходатайствовали перед Верховным Советом СССР об уравнении Киргизской автономной республики в правах с союзными республиками. Их старания увенчались успехом.
Согласно Конституции СССР от 1936 года, Киргизская автономная республика была преобразована в Киргизскую Советскую Социалистическую Республику, а 23 марта 1937 года была принята Конституция Киргизской СССР, равноправной Республики СССР. Большевистская партия во главе с Лениным с первых лет советской власти для укрепления своих позиций выбрала однопартийную систему. Все другие партии были объявлены вне закона, и под различными предлогами их деятельность была запрещена. Для твердого контроля промышленности был введен строгий учет, а распределение прибыли проводилось централизованно. Аграрный сектор был под жесткой системой продовольственного налога. Жесткий политический режим, административно-командная система были призваны способствовать политической стабильности в стране, направлению финансовых средств напрямую в производство, проведению в стране глобальных преобразований в кратчайшие сроки. В условиях однопартийной системы и отсутствия оппозиции в органах власти широко развились коррупция и бюрократизм. Недостаточность контроля создала условия для злоупотребления служебным положением некоторыми партийно-государственными работниками. В соответствии с постановлением Центрального комитета партии 1930 года началась кампания по выдвижению на руководящие должности представителей пролетарского социального слоя. Только в Кыргызстане за 1931-1932 года из этого социального слоя было выдвинуто 1023 человека. Привлечение к руководству представителей простых слоев населения привели к росту активности народа и общего образовательного культурного уровня. Начал формироваться отряд национальных кадров руководителей. В обстановке обострившихся разногласий внутри партии большевиков по вопросам путей строительства социализма начинаются противоречия и борьба, в которой сталинско-бухаринский блок одержал победу над левой оппозицией во главе с Троцким и Зиновьевым. Началась кампания по очистке партии от ее врагов. А когда советское правительство стало проводить активную политику по ликвидации кулачества как класса, то с этого момента в стране начались массовые репрессии по отношению к отдельным слоям крестьян. Массовым репрессиям подвергались и простые, далекие от политики люди. Так, во время проведения насильственной коллективизации была поставлена задача ликвидировать кулаков как класс. Из центра рассылались указания. Там, где проводится коллективизация, 3-5% крестьян должны были быть объявлены кулаками. В Кыргызстане, особенно в отсталых районах, такого количества кулаков просто быть не могло. Но местные власти, беспрекословно подчинявшись указаниям свыше, с усердием их выполняли. Право решать судьбу людей, признавать их кулаками или нет, было предоставлено так называемым «тройкам», куда входили секретарь местной организации, член сельского совета и работник милиции. Большая часть крестьян-средняков, а иногда даже крестьянская беднота, признавались кулаками. В результате такого усердия было уничтожено 10% крестьян в Кыргызстане. Часть раскулаченных была осуждена, другая выселена далеко на чужбину, на Украину, остальные выселены в более близкие места. У них отобрали дома и другое нажитое имущество, лишили избирательного права. Настрого было запрещено принимать их в колхозы. Высланные в дальние края раскулаченные и их семьи сталкивались в дороге с огромными трудностями, терпели лишения и бедствия. Многие из них погибли в пути или на чужбине. Репрессии, гонения, которым сопровождалась коллективизация, вызвали волну недовольства народа. На Иссык-Куле, в Нарене, Атбаши, Балыкчи, на юге Кыргызстана крестьяне стали оказывать вооруженное сопротивление, но оно жестоко подавлялось. В результате просчетов, перегибов, допущенных в ходе проведения насильственной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, произошло снижение жизненного уровня населения. Росло недовольство людей. В этих условиях с целью отвлечения внимания людей была взята на вооружение политика, внушающая, что в трудностях людей виноваты так называемые враги народа. Это создало условия для продолжения репрессий, устранения неугодных элементов под предлогом борьбы с ними. В соответствии с политикой Центра началась охота на троцкистов, правых и левых оппортунистов среди советских партийных руководителей и интеллигенции. Таковые отыскивались даже в далекой сельской глубинке, не имеющей понятия о таких вещах. Карались не только те, кто состоял в оппозиции, примыкал к инакомыслящим или вел крамольные разговоры, но и все те, кто имел хотя бы какую-то связь с разоблаченными и объявленными троцкистами. Были репрессированы многие известные деятели. Как троцкист был разоблачен ученый-лингвист Поливанов. Как первый в Кыргызстане правый оппортунист разоблачен начальник сельхозотдела областного комитета партии Тенаев. Буржуазно-националистическим было призвано творчество видного ученого Тыныстанова. Он был объявлен врагом народа. Посмотрите. Вам знаком этот человек? Евгений Дмитриевич?
Поливанов? Совершенно верно. Прошу мой кабинет. Я хочу выпить за ваше здоровье и за наше сотрудничество. Имя, фамилия. Вы же прекрасно знаете. Имя, фамилия. Таныстанов. Касым. А как ты пролез на пост комиссара народного образования и просвещения Киргизии? Я не пролез. Меня партия направила. Не смей употреблять слово партия, собака! Ты не случайно сбился с троцкистским, японским шпионом Поливановым? Поливанов. Ученый мирового масштаба. Хватит, довольно. Нас интересуют ваши антисоветские акции и твоя литературная стряпня. Отвечай, это ты написал азбуку для взрослых? У нас много еще неграмотных и потому слепых людей. На какой разведке служишь? Я служу своему народу. Дурак! Твой народ вон! Митингует на площади! Требует тебя, троцкие собаки, смерти! А у нас народ не ошибается! Понятно. Если понятно, то отвечай. Ты использовал азбуку для взрослых как шифровальную книгу? Да. Она расскажет о нас правду, когда этот бред кончится. Уже к июню 1933 года Главное политическое управление Киргизской автономной республики информирует партийные власти о раскрытии националистической, контрреволюционно-повстанческой антисоветской организации Садыкова. В сентябре 1933 года Абдрахманов был обвинен в национализме и снят с работы. После этого он уехал работать в Куйбышев. В начале 1935 года заместителем наркома просвещения республики Тойчинов был исключен из партии как буржуазный националист, стремящийся к созданию чуть ли не подпольной организации творческой молодежи. В целом, областная партийная организация Кыргызстана за 8 лет своей региональной самостоятельности прошла 4 чистки в общесоюзных кампаниях. В результате множество талантливых руководителей, деятелей науки и культуры были репрессированы. До 1934 года так называемые враги народа наказывались лишь исключением из партии и снятием с должности. Но после 17-го съезда партии Сталин пришел к физическому уничтожению своих оппонентов. Поводом для этого послужило совершенное 1 декабря 1934 года убийство Кирова. В августе 1936 года к расстрелу были приговорены 16 бывших соратников Сталина. Начатая в центре широкомасштабная кампания по физическому уничтожению политических оппонентов сталинского курса докатилась и до окраин. Но поскольку в Кыргызстане не было заметной оппозиции сталинской линии, репрессивная машина пошла здесь по другому пути. В июне 1937 года разоблачается антисоветская организация Садыкова. Была вновь вытащена на свет дело о социал-туранской националистической партии, закрытой в 1933 году. А теперь расскажите, как вы внедрились в ряды большевиков, хотя изначально были членом партии Алаш-Ордо, а впоследствии идейным вдохновителем социал-туранской партии, целью которой было отделение Средней Азии от Советского Союза. Я всю свою сознательную политическую жизнь был большевиком. Неужели? А как же собственноручное признание вашего наставника? Я, Абдыкерим Сыдыков, член партии Алаш-Ордо, был основателем социал-туранской партии, и мы вместе с единомышленниками Ишиналы Арабаевым, Касыном Тыныстановым, Юсупом Абдрахмановым принадлежали к антисоветской террористической диверсионно-предательской организации, которая
которая ставила своей целью свержение советской власти, отторжение Киргизии от СССР и создание буржуазного националистического государства с ориентацией на Англию. На Англию. Вот его подпись. Это ложь. Он не мог такого написать. Ложь, не ложь. Это ваши эмоции. А я оперирую фактами. Это не факты. Это результат методов вашего допроса. За принадлежность к этой мифической партии осуждены и уничтожены ни в чем не повинные люди. Среди них Абдрахманов, Айдарбеков, Айтматов, Исакеев, Орозбеков, Саадаев, Тыныстанов, Джейнбаев, Тенаев и другие. Таким образом, процессы над лидерами оппозиции послужили политическим обоснованием для развязывания небывалой войны массового террора против руководящих кадров партии и государства, включая армию, органы НКВД, прокуратуры, промышленности, сельского хозяйства, известных представителей науки, культуры и против простых тружеников. Репрессии по отношению к инакомыслящим продолжались и в последующие годы. В Кыргызстане были репрессированы свыше 40 тысяч человек. Только за период с января по апрель 1934 года партийная организация Кыргызстана сократилась с 14 тысяч до 6 тысяч человек. В 30 километрах от Бишкека в селе Чонташ в мемориальном комплексе Атабиит захоронены тела кыргызстанцев, расстрелянных без суда и следствия во время сталинских репрессий. Это открытие стало известно благодаря Бюбюре Кадралиевой и оперуполномоченному КГБ капитану Болоту Абдрахманову. Бюбюра Абыкановна выполнила завещание отца и раскрыла страшную тайну НКВД. Болот Джумашевич, единственный из всех, кому пыталась достучаться со своей правдой Бюбюра Апа, поверил ей и на свой страх и риск организовал в селе Чонташ в указанном ею месте раскопки. На месте братской могилы кыргызские власти провели перезахоронение. 30 августа 1991 года был открыт мемориальный комплекс памяти жертв сталинских репрессий. По предложению писателя Чингиза Айтматова этому месту дали название Атабиит – могила отцов. Политические репрессии породили в обществе тяжелую атмосферу страха и подозрительности, безропотного подчинения высшим государственным органам. Руководители боялись проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения. Республиканские и местные органы стремились любой ценой выполнить и перевыполнить указания и распоряжения, спускаемые из Москвы. И все же, несмотря на то, что административно-командная система с ее массовыми репрессиями пагубно повлияла на общество, стала тормозом в ее дальнейшем развитии, созидательная сила народных масс двигала страну вперед по пути прогресса. На этом наш урок закончен. Благодарю за внимание.